Когда в суете дней ты оставишь все обиды и злость на потом, когда добрая музыка клавиш вновь ворвется в твой дом, милый дом. Звуки пианино в моей комнате, нет ничего их родней. Звуки пианино в моей комнате — это все, что нужно мне. В нашей жизни так много обмана, слишком много чужих нам людей. Вместо сотен лиц лишь фортепиано, оно в 100 раз их лучше, честней. Звуки пианино в моей комнате, нет ничего их родней. Звуки пианино в моей комнате — это все, что нужно мне. Все, что ты на земле тут оставишь после прожитых в суете дней, это добрая музыка клавиш, это светлая память людей. Звуки пианино в моей комнате, нет ничего их родней. Звуки пианино в моей комнате — это все, что нужно мне. Это все, что нужно мне. Мои родители мне всегда говорили, что лучший подарок – это книга и знания, скрытые в ее глубинах. Никогда мне эта формулировка не нравилась. Я мало читал и всегда ждал под Новый год и на день рождения, железную дорогу, как у старшего брата в Москве. Настоящую, с регулировщиком и вагонами, как в Полярном экспрессе Криса Олсбурга. Или, скажем, огромного такого медвежонка, как у Наташки, одноклассницы. Вылитый Винни-Пух Алана Милна. Или на крайний случай коллекцию солдатиков деревянных Урфина Джуса, как у Волкова в семитомнике про изумрудный город. И мне всегда казалось, что я мало читаю, и мне не хватает времени, чтобы поглотить эти знания. Мне дарили книги, я дарил их сам. И только спустя годы я понял одну простую мысль ученого Эйнштейна. Если вы хотите, чтобы ваши дети были умными, читайте им сказки. Если вы хотите, чтобы ваши дети были еще умнее, читайте им еще больше сказок. Мы и читаем, и не только. Делимся своими знаниями с последователями, передаем как настоящий дар своим детям дома и в классах. И как же замечательно, что сегодня мы встречаем гостей со всей республики в нашем уютном доме. И для каждого есть подарок. Наталья Владимировна, здравствуйте. Приглашаю в гости, и для вас есть маленький подарок и сюрприз. Прошу. В этой маленькой коробочке пожеланий есть для вас пожелания. Хотите узнать, что там?
отношение к своему делу. Спасибо большое. Это действительно так. Я искренне желаю именно этого всем, кто собрался в этом зале. Дорогие участники регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель России 2022». Вы знаете, так стремительно летит время. Каждый год, как страницы книги. Перелистываем, перелистываем. Конкурс, еще один конкурс, очередной региональный этап. Опять мы готовимся, опять мы встречаемся, радостное волнение, чувство растерянности, когда расстаемся. Но это здорово, потому что каждый год именно этот конкурс открывает новые имена для республики, для России. И это не громкие слова. Учитель, учительство сегодня как никогда важно. Давайте оглянемся на несколько дней, на пару месяцев назад. Именно сейчас те исторические события, которые происходят в нашей стране, во всем мире, по-новому обратили внимание на нас, на учителей. У нас и так постоянно много миссий, задач, целей, стремлений, которые мы должны сделать, но сейчас у нас одна общая задача – сплочение, объединение и, самое главное, разговоры. Разговоры с нашими детьми. Ведь никто, кроме как учителя, не сможет объяснить ребенку разного возраста, а что происходит, а как реагировать. Ведь никто, кроме учителя, не успокоит семью и родителей. Никто, кроме учителя, не объяснит обществу, как важно быть вместе и идти плечом к плечу. И последние годы и так мы чувствовали особое хорошее внимание к учителю, к педагогу, но именно сейчас все образование России объединилось. Потому что у нас сейчас миссия не просто научить, донести информацию. У нас сейчас миссия просветительская. Это очень важно. И вот такие мероприятия, как этот конкурс, дорогие участники, они в вас открывают скрытые резервы, поверьте. Через несколько дней, пройдя достойно все этапы конкурса, вы уйдете совсем другими. У вас откроются такие горизонты, которые вам раньше даже не снились. Это будет все очень интересно, увлекательно. И через какое-то время чувство усталости сменится колоссальной энергетикой. Дорогие друзья, с 1991 года проходит этот конкурс. Видите, идут десятилетия, годы, века меняются. А мы вместе, мы встречаемся и открываем для себя новое и интересное. Хочу пожелать всем участникам веры в себя, верьте в себя. Я хочу вам пожелать ничего не бояться и не волноваться. Ну что такое конкурс? Как мы каждый год говорим нашим детям, когда они идут на ОГЭ и ЕГЭ? Это всего лишь один жизненный этап в твоей жизни. Да? Как мы их убеждаем? Примите это все на себя. Это очень интересный и очень нужный этап в вашей профессиональной жизни. Я вам желаю прислушиваться и приглядываться друг к другу. Принимайте все то, что будет происходить. И самое главное, впитывайте все то, что вам будут говорить жюри. Наши жюри – это высокопрофессиональные, компетентные, уникальные люди в своем роде. Именно поэтому, наверное, состав жюри на протяжении многих лет практически не меняется. Прислушивайтесь, это дорогого стоит. У вас сейчас возможность научиться, а дальше учить других. Завершая свою вступительную речь, у нас сегодня не только открытие конкурса 2022 года, у нас сегодня приятный момент. Среди наших участников есть именинник. Олег Валерьевич, я вас прошу подняться на сцену. Вы знаете, все знаки надо расценивать, все знаки судьбы надо расценивать благосклонно. Олег Валерьевич, вот я думаю, что сегодня, все для вас, все ради вас. Сегодня вы именинник. И я искренне поздравляю от всей отрасли образования, от всего коллектива этого конкурса вас с днем рождения.
Знаете, что я хочу сказать? В 1999 году свои первые шаги как учитель я делала именно в этой образовательной организации, в которой вы сегодня работаете. Лицей номер 1 города Сыктывкара. Я считаю, что и вам, и лицею очень повезло. Желаю вам всегда находить время на все. Идти вперед по профессии, ну и не забывать про себя, про семью, про окружение. Лейтмотив нашего открытия – это книга, это подарок. Поэтому день рождения, подарок, что может быть лучше, чем книги? Я дарю вам книги о Республике Коми и для больших, и для маленьких. Уверена, что они вам пригодятся в вашей жизни. С днем рождения! Ну что ж, дорогие участники, в добрый путь, с хорошими эмоциями, с высоко поднятой головой, с оптимизмом. Будьте здоровы! Наталья Владимировна, большое спасибо. Приглашаем вас в нашу гостиную. А мы готовы встречать гостей, участников регионального этапа всероссийского конкурса «Учитель года». И, конечно, никого не оставим без подарка. Добро пожаловать! Ануфриев Денис Григорьевич, учитель математики и информатики, гимназия при главе муниципального района Сосногорск. Васильева Анастасия Викторовна, учитель гимназии номер 6 города Воркуты. Виноградова Роза Викторовна, учитель начальных классов средней общеобразовательной школы номер 25 с углубленным изучением отдельных предметов имени Малышева, Сыктывкар. Гладкий Николай Николаевич, учитель истории, физико-математический лицей-интернат Сыктывкар. Ишутина Оксана Александровна, учитель английского языка, Выльгородская средняя общеобразовательная школа номер 2 имени Налимова. Кашкина Юлия Михайловна, учитель английского языка, средняя общеобразовательная школа села Пыёлдино. Кожина Анна Андреевна, учитель математики и информатики, основная общеобразовательная школа номер 53, поселка городского типа Изяю. Кузнецов Анатолий Леонидович, учитель коми-языка и литературы средней общеобразовательной школы села Нившира. Кузнецова Анастасия Викторовна, учитель технологии, лицей номер 1 города Инты. Лялькина Елена Валерьевна, учитель русского языка и литературы, Новоборская средняя общеобразовательная школа имени Черепанова. Михайлова Ирина Витальевна, учитель средней общеобразовательной школы номер 2 города Микунь. Морозова Лилия Винарисовна, учитель иностранных языков, средняя общеобразовательная школа села Летка. Назаренко Мария Алексеевна, учитель математики, информатики и ИКТ, Щельяюрская средняя общеобразовательная школа. Павлова Наталья Николаевна, учитель русского языка и литературы, средняя общеобразовательная школа села Кайгородок. Сметанина Татьяна Семеновна, учитель русского языка и литературы, Щельяюрская средняя общеобразовательная школа Ижинский район. Субботина Клавдия Вячеславовна, учитель начальных классов, средняя общеобразовательная школа номер 1 города Емвы. Туркина Юлианна Сергеевна, учитель начальных классов, начальная общеобразовательная школа номер 7 имени Ефремовой города Усинска. Шадрин Олег Валерьевич, учитель химии, лицей номер 1 города Сыктывкара. Юхтанова Лада Ивановна, учитель начальных классов, начальная школа детский сад номер 1. Участники регионального этапа всероссийского конкурса текущего года все вместе. Мы с удовольствием предоставляем слово для напутствия победителю регионального этапа 2021 года. Нина Николаевна Евсеева, учитель русского языка и литературы, средняя общеобразовательная школа номер 3 с углубленным изучением отдельных предметов города Сосногорска. Вам слово. Бурлун, пуйди пукта навела сейчас, наестуй сейчас, уджа джури нуджалы сейчас. Всем доброго рабочего дня.
стою на сцене и понимаю, что буквально год назад, вот я точно так же, как вы, волновалась, трепетала, переживала. И мне бы сейчас очень хотелось вернуть именно эти моменты, потому что через них надо пройти. Год пройдет, и вы скажете, как же было здорово, я еще раз сюда вернусь обязательно. Участникам желаю терпения, жить в содружестве, жить в сотворчестве. Контакты, которые вы найдете сегодня, они помогут вам в дальнейшем. Вы будете переписываться, будете общаться, будете звать друг друга даже на семинары в свои районы. И это здорово. Поэтому я хочу вас попросить, будьте сами собой, старайтесь в каждом выступлении своем показать свои лучшие качества, лучшие стороны. Не переживайте. Вы каждый день ходите по 6 раз на урок. Вы же мастера. Поэтому, уважаемые коллеги, в добрый путь. Буквально через 5 дней это все закончится. Мы уже вас будем видеть в другом виде. И я точно знаю, кто-то из вас осенью будет в Тюмени. Так что в добрый путь. Для открытия конкурса приглашается председатель жюри Аверин Александр Викторович, заведующий Центром научно-методического сопровождения программы проектов в области образования КРИРО, кандидат психологических наук. Если позволите, уважаемые участники, во-первых, добрый день всем зрителям, которые следят за нашей прямой трансляцией, ну и, конечно же, от имени большого жюри, от имени предметного жюри, от имени родительского и ученического жюри, уважаемые участники, я всех вас приветствую на 31-м республиканском этапе Всероссийского конкурса «Учитель года России». Мы с вами знакомы уже, в принципе, наверное, месяц, с кем-то больше, встречались совершенно в разных, может быть, условиях и так далее. Но за этот месяц, конечно же, мы поняли, насколько вы очень творческие, неординарные личности. Мне хотелось бы, чтобы в рамках конкурсных испытаний вы как раз проявили свое творчество, новаторство, продемонстрировали инновации, поделились опытом со своими коллегами. Ну и, конечно же, пройдите эти испытания с легкостью. Пусть они для вас будут действительно ситуацией профессионального общения, ситуацией радостных встреч с коллегами, обмена мнениями, идеями. И всего этого, конечно же, мы вам желаем. От имени членов жюри обещаю, что мы будем судить объективно, честно, беспристрастно. И, уважаемые друзья, мне остается лишь сказать о том, что республиканский этап Всероссийского конкурса «Учитель года России» 2022 года объявляется открытым. Дорогие друзья, поздравляем всех с открытием конкурса. Уважаемые конкурсанты, приглашаем вас в нашу уютную гостиную. Под дружные аплодисменты. Поздравляем вас со стартом большого интересного пути. В эту замечательную пору, когда природа просыпается, мы желаем вам только светлого, легкого пути, по которому вы пойдете сами и поведете за собой детей. Вот идет по свету человек-чудак, сам себе тихонько улыбаясь. Видно в голове какой-нибудь пустяк, сердцем видно что-нибудь не так. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время. Люди головы теряют, и это время называется весна. Сколько сердце валидолом не лечи, все равно сплошные перебои. Сколько тут не жалуйся и не ворчи, не помогут лучшие врачи. Приходит
приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Поезжай в Антарктику без лишних слов, там сейчас как раз в разгаре осень. На полгода ты без всяких докторов снова будешь весел и здоров. Приходит время, с юга птицы прилетают, снеговые горы тают, и не до сна приходит время, люди головы теряют, и это время называется весна. Весна, 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 весна. Знаешь, все у тебя впереди. Играй в регулировщика железной дороги и бравыми деревянными солдатиками. Поверь, настоящие подарки тебе прямо в руки отдадут настоящие люди, учителя. До встречи!